Снижение показателя младенческой смертности в 2 раза по сравнению с 2019 годом, а также больше рожденных первенцев. Эти важные результаты работы в сфере здравоохранения Коми отметили эксперты, заслушав доклад главы республики. Напомним, 29 апреля Владимир Уйба выступил с ежегодным отчетом перед Госсоветом Коми. Главной задачей прошлого года стала борьба с эпидемией коронавируса, причем успешная, а еще модернизация сферы здравоохранения. Общий объем средств в 2020 году составил беспрецедентные 37 миллиардов 800 миллионов рублей. Самое главное – здоровье и сохранение нации. Вот этим глава и занимался. И это было отмечено в как раз послании, что сделано было в данном случае. Поставили новое оборудование, и там не то что десятки, а сотни миллионов. Новое оборудование и в онкологию, там, и в республиканскую больницу, и там, в Усинскую, в Эжеву и тому подобное. Начала реализация изменения отношений к первичному звену, которое я тоже всегда говорил, без первичного звена мы не выживем. Стоит отдельно отметить выполнение проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями на базе Эжвинской поликлиники. Начала функционировать амбулатория, центр амбулаторно-поликлинической помощи, онкологической помощи. Нам установлен аппарат компьютерной томографии, нам установлен цифровой маммограф, рентгенологический аппарат, что, конечно же, позволило улучшить диагностику данных заболеваний, то есть онкологических, позволило уменьшить очереди ожидания. Надо отдать должное правительству, что поддержали наше здравоохранение, и сегодня мы более стали спокойны в том, а что будет завтра. Вот, потому что, несмотря на эти осложнения, мы продолжали работать в таких национальных проектах, как здравоохранение. В 25 медорганизациях внедрена новая модель оказания первичной помощи. На десятки единиц обновился автопарк. Поставлено 23 мобильных медицинских комплекса. Завершен первый этап реконструкции радиологического центра, переход между больницей и поликлиникой ДРБ. Благодаря всему комплексу мер поддержки трудоустроилось 243 врача и 611 средних медицинских работников. Эта работа будет продолжена. Кроме того, важные посылы в докладе услышали сотрудники аграрного сектора. Владимир Викторович сказал, что считает для себя наиважнейшей задачей создание агропромышленного комплекса сильного, современного и интересного для молодежи республики. Говорим про различные виды поддержки, про то, что будут развиваться и малые формы хозяйствования, и кооперация, то есть и дикоросы будем закупать, больше перерабатывать, и оленеводством будем заниматься, да, то есть условия абсолютно разные. Поэтому поддержка должна быть разная. В прошлом году фермеры получили дополнительную поддержку в условиях пандемии. Это позволило отрасли нарастить темпы производства почти на 15%. Овощей закрытого грунта, картофеля, яиц, мяса. Следующий шаг – увеличить объемы молока за счет наращивания мощности и современных технологий. Сейчас в Коми идет строительство 4 ферм.